Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Дорогие мои братья и сестры, прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он принял ваши покаяния, поклонения, чтение, посты, намазы, которые вы совершаете в этом месяце. Да приумножит Аллах Субхану ва Тааля за вознаграждение за это деяние, которое вы совершаете в этом месяце. Сегодня хочу, братья мои, рассказать о братстве, которое очень сильно сегодня не хватает для мусульман. Братство в исламе. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, в Коране назвал верующих людей братьями. И Он сказал: «И вы стали братьями по милости Его». Это братство, братья мои, Аллах, мы этими братьями стали по Его милости. Это милость Аллаха, братья мои. Что Аллах сделал нас братьями. Это великая милость Аллаха Азза ва Джаль. Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не дозволено мусульманину прерывать отношения со своим братом в исламе более чем на 3 дня. И тот, кто прервал отношения со своим братом свыше 3 дней и умрет, войдет в огонь», сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ну'ман ибн Башир, ради Аллаху анху, сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мусульмане подобны единому телу человека. Если глаз его поражает болезнь, это значит, что болеет ее тело. И если голову его поражает болезнь, то отзываются все остальные части тела на эту болезнь. Поднимается температура, он не может спать». Такое же положение, братья мои, у братьев в исламе. Братство в исламе, братья, мы как единое тело. И когда у какого-то брата мусульманина мы увидим проблему, эта проблема должна нас заводить. Эта проблема должна нас побуждать хотя бы как минимум просить за нашего брата дуа, сердцем переживать за него. Вот именно по этой причине предыдущие поколения, братья мои, достигли таких успехов, такой величия ислама. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в другом хадисе: «Будьте братьями, о рабы Аллаха». Имам Куртуби сказал, комментируя эти слова: «Сделайте то, что сделает вас как будто родными братьями в страдании, в милости, в помощи друг другу. Совершайте такие дела, которые вас делают как родные братья, проявляя сострадание своему брату, проявляя милость по отношению к своему брату, помогая друг другу. Вот эти вещи сделают нас как родные братья». Передает со слов Анаса, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе. Пророк говорит: «Не уверует никто из вас, то есть иман, вера у вас не будет совершенным до тех пор, пока вы не будете любить за своего брата мусульманина то, что вы любите самому себе». Имам Аль-Кирмани, комментируя это слова, сказал: «Точно так же из имана также не любить за своего брата мусульманина то, что не любит самому себя». Братья мои, какой у нас милость будет по отношению к своим братьям? Как мы будем желать добро по отношению к своим братьям? Как мы радуемся, когда видим блага, как приходит нашему брату? Вот это и формирует нашу жизнь, братья мои. Если у нас есть какой-то гниль, ненависть, злоба по отношению к своим братьям-мусульманам, вот наша жизнь тоже вот такая. Вот наши дела тоже будут вот такими. Успех наших делов тоже будет вот таким. Если мы не будем любить блага, которые мы видим наших братьев-мусульман, Аллах тебе тоже может лишать этих благ. Почему ты не радуешься, когда видишь своего брата-мусульмана, как к нему приходят блага? Почему не завидуешь ему? Почему не желаешь ему то же, что желаешь себе? Почему говоришь о нем то, что не хотели бы, чтобы о тебе говорили? Разве это и справедливость религии? Разве этому учит нас наша религия? Основа, братья мои, основа этой религии – любить каждого верующего человека. Мы не имеем права ненавидеть верующего человека, не любить его, который совершил грех и сделал покаяние за этот грех. Или же получил наказание за этот грех. Если даже мы видим, как наш брат-мусульманин совершает грех, мы должны не любить его. Это грех, именно грех, который он совершает.
Если он оставит этот грех, он сам наш брат мусульманин, он наш брат. Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видел, как один сподвижник проклинал человека, которого наказывали за его грех. Он пил вино, его наказали за это грех. И посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не проклинайте его, ибо, клянусь Аллахом, я знаю, что он любит Аллаха и его посланника, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Шейхул Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, сказал: этот хадис является доказательством того, что человек, употребляющий вино, может любить Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. А любовь к Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, является одной из самых прочных основ религии. Точно так же и человек, который является аскетом снаружи, может скрывать в себе лицемерие и приверженность нововведениям, тем самым вызывая к себе ненависть Аллаха субхану ва тааля. Ибн Хаджар также сказал: совершение грехов и любовь к Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, не противоречат друг другу. То есть, человек, совершающий грех, у него может быть любовь к Аллаху. Он по своей слабости совершает какой-то грех, но вместе с этим грехом у него может быть любовь к Аллаху, как тот человек, который попил вино, и его наказывали, и сподвижник проклинал его. Пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: ибо клянусь Аллахом, я знаю, что он любит Аллаха и его посланника. Дальше продолжает Ибн Хаджар: воистину, если он повторит этот грех, он не лишается любви к Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды увидел одного пьяного человека, сподвижник сказал: да унизит тебя Аллах. Посмотрите, братья, как часто мы с вами произносим эти слова, когда мы видим, как люди переходят границы Аллаха субхану ва тааля. Да, я понимаю ревность человека к религии Аллаха субхану ва тааля, но это неполноценное понимание религии, братья мои. Посмотрите, что сказал ему посланник, саллаллаху алейхи ва саллям: не говорите так и не помогайте шайтану одолеть его. То есть, делайте дуа за него, чтобы Аллах простил его грех, направил на правильный путь. Сделайте ему насиха, вместо того, чтобы сделать против него дуа и обрадовать этим самым шайтана. Вот посмотрите, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал. Вот легко, да унизит тебя Аллах. Да, я понимаю, это из ревности к религии. От того, что ты вот ненавидишь этот грех, ты делаешь дуа против тех, кто совершает этот грех. Но если он мусульманин, мы должны любить, мы должны хотеть, чтобы Аллах его унизил. Нет, братья мои. Если мы любим своего брата-мусульманина, если мы любим ему за него то, что мы любим за себя, как это пришло в хадисе, мы должны ему делать насиха, должны желать ему блага, делать за него дуа, чтобы Аллах его простил и направил на правильный путь. В одном из асаров, преданий, говорится, что однажды Абу Дарда, ради Аллаху анху, сподвижник пророка, проходил мимо человека, который совершал грех. Люди проклинали его по этой причине. Он сказал: вы спасли бы его, если бы нашли его в колодце, этого человека? Они сказали: да. Он сказал: не проклинайте вашего брата, восхваляйте Аллаху, который защитил вас от этого греха. Они сказали: разве ты не возненавидишь этого человека? Абу Дарда сказал: я ненавижу его грех. Если он оставит этот грех, он мой брат, сказал Абу Дарда, ради Аллаху анху. Сколько братских узлов, братья мои, были отрезаны, сколько крови были пролиты по причине ошибочного мнения. Хотя есть прямой приказ сохранить братство в исламе, человеком, который совершил какой-то грех, человек должен, если даже человек совершает какой-то грех, он должен сохранить с ними братство. А что сказать по отношению к тому человеку, который ошибся в мнении? Человек совершает религию, ошибся в мнении, неправильно понял хадис, неправильно понял аят из Корана. Он будто бы поклоняется Аллаху, но ошибочно. Он ошибся в этом мнении. А что сказать про этого человека?
Как нужно сохранить братство с таким человеком? Да поможет нам Аллах, субхану ва та'аля. Братья мои, любовь ради Аллаха в религии и ненависть ради Аллаха Аллах сделал самым крепким узлом религии. Послушайте, что говорит посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Самый сильный из узлов веры – дружба ради Аллаха, вражда ради Аллаха, любовь ради Аллаха, ненависть ради великого и всемогущего Аллаха. Дружба и любовь по отношению к верующим, в первую очередь по отношению к Аллаху. Валя лиллях, потом пророку, саллаллаху алейхи вассалям, к его религии, к мусульман. Любовь и дружба, а ненависть и злоба по отношению к неверующим и неверным, и неверию. Также, согласно хадису посланника, да благословит его Аллах и приветствует, вера человека не становится совершенной, пока он не будет любить ради Аллаха и не будет ненавидеть ради Аллаха. Если человек любит, должен любить ради Аллаха. Если ненавидит, должен ненавидеть ради Аллаха, а не каких-то закорыстных личных целей. Человеку что-то не понравилось, ненавидит человека. Такого не должно быть, братья мои, в идеале в исламе. Если ненавидишь, на это должны быть шариатские причины. Нужно ненавидеть ради Аллаха, дозволенным образом. Посланник сказал, саллаллаху алейхи вассалям, кто любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха, и дает ради Аллаха, и отказывает ради Аллаха, у того стал полноценным, совершенным его иман, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если дает, дает ради Аллаха. Если не отказывает, отказывает ради Аллаха, субхану ва та'аля. Приводит Анас от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал, не было еще такого, чтобы два человека полюбили друг друга ради Аллаха, и лучшим из них не был тот, кто сильнее любит своего брата-мусульманина. Для того, чтобы побудить любовь к братьям ради Аллаха, субхану ва та'аля, Аллах обрадовал их почтением в тот день, когда люди будут находиться в трудном положении, сделав их в категории 7 людей, среди 7 людей, которые будут находиться под тенью трона Всевышнего Аллаха, субхану ва та'аля. Эти те люди, которые полюбили ради Аллаха, субхану ва та'аля. Два человека, которые полюбили ради Аллаха, они будут в число тех людей, которые будут находиться под тенью трона милостивого в тот день, когда солнце будет приближено к головам людей, и люди будут находиться в поту в соответствии с их делами. Некоторые до щиколоток, некоторые до коленей, некоторых до пояса, некоторых до мочек ушей будет пот, в зависимости от их деяний. Братья мои и сестры, из признаков любви к своему брату мусульмане и к сестре мусульманке это желать для них того же, что желаешь самому себе, а также делать за них дуа в их отсутствии, просить за них. Сказано в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям, поистине на мольбу мусульманина за брата своего в его отсутствии приходит ответ. У головы его находится специально посланный для этого ангел. Каждый раз, когда человек обращается к Аллаху с мольбой за своего брата, этот ангел скажет «Амин», и тебе да будет тоже. Имам ан-Навави сказал, некоторые салафы, когда хотели сделать за себя дуа, они просили за своего брата то же, что хотели бы просить за себя, потому что они знали, что эта мольба будет принята, и ангелы скажут ему, и тебе тоже такое же, и Аллах, субхану ва та'аля, даст ему того же, что он попросил за своего брата мусульманина. Истинное братство, мои братья мусульмане и сестры мусульманки, будет продолжаться до самого ахирата, пока люди не зайдут в рай. Вот, братья мои, истинная любовь. Посланник сказал, саллаллаху алейхи вассалям, поистине обитатели рая, когда они войдут в рай и не найдут своих друзей, которые были с ними на благо, в имане, в этом дуне, в этом мире, спросят о них у Господа и скажут: «О Господь, у нас были братья, которые молились с нами, держали пост с нами, но мы не видим их сегодня в раю». И Всевышний Аллах скажет: «Идите в ад, и вы ангелам, и выведите из него того, у кого в сердце была хотя бы частица веры». Посмотрите, братья, люди, которые любили ради Аллаха в этой жизни, они заботились друг о друге не только в этой жизни, они заботятся друг о друге не только в этой жизни, братья. Они даже не забудут их, когда они зайдут в рай, увидят рай,
увидит пророка, даже эта радость не заставит их забыть о своих братьях мусульман. Сегодня, как часто забываем мы своих братьев. Братья, которые вчера с тобой были, сегодня человека улучшающее положение в этой жизни, он забывает своих братьев. Ему дела до них нету. У него делов много становится. У него круг общения другой уже становится. Ему уже не интересно с простыми братьями мусульманами сидеть. Ему нужны известные личности, такие же, как он, например. А это не ради Аллаха, братья мои. Это не любовь ради Аллаха. Это меркантильная любовь, как называют его. Любовь ради выгоды этой жизни. Не такая была любовь сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и салафу салих. Хасан аль-Басри сказал, да помилует его Аллах: берите в друзья много верующих. Поистине они заступничество в судный день. Верующие братья. Не те фасики, не те лицемеры, не те люди, кого вы ищете с ними дружбу, если они не верующие. Верующих нужно брать в друзья, как это пришло в хадисе посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Ты не дружи ни с кем, кроме как с мусульманом, верующим, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн аль-Джаузи, да помилует его Аллах, говорил: если вы не найдете меня в раю среди вас, то спрашивайте обо мне и скажите: о наш Господь, такой-то раб напомнил нам о тебе. И потом Ибн аль-Джаузи, да помилует его Аллах, заплакал. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависть и зависть к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты сострадательный, милосердный. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.